сегодня ведет все и сейчас. Если в течение минуты задерживать дыхание, это говорит, что ваше сердце здорово. Вот 10 раз сделали, вы успокаиваетесь. Основное наше тело состоит из чего? Из воды и воздуха. Количество кислорода в ходе поступает нормально, у вас все получается. Вдох через нос, выдох через рот и больше не дышать. Еще раз. Вдох, выдох и дышать. Следующий. Метод стрельбы. На сухо. 6-8 раз вдох, 1 раз выдох. Вот повторяйте, сразу давление снижается. Один человек сделал докторскую диссертацию по кардиологу, значит, он что делает? Вот вдох, вот руку так поднимает, до усталости держит. Потом выдох, опять. Вдох, выдох. Сразу мышцы двигаются, улучшаются давление. Или вот такой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Видите, или вот один нос другой. Вдох. Или чистит нос. Вот сейчас здесь Николай Николаевич начал говорить. Вот я без маски хожу везде. Я утром беру чеснок и на оба ноздри. Толкаю немножко. Он сам бактерицид, а потом все уходит. Да. И у кого чешется уши, тоже туда. Вот самые простые элементы народной медицины, если человек знает, он продолжается. Определить свою жизнь и могут вырасти. Дальше идет, по моей методике, значит, 1 столовая ложка меда 2 раза утром, вечером пить мед. Следующий ходьба от 4 до 10 километров. Ежедневно в рационе употреблять до 1 килограмма фрукты, овощи, зелени. Вот, например, на первый съезд народной медицины в России показали больному, которые сказали, через месяц умирает, он 15 лет живой. Вот это рецепт разным образом. Он говорит, я каждый день употребляю капусту свежую, так, тыкву там, ну, свекла, яблоки, все. Вот то, чтобы клетчатка, то, чтобы дать. Следующий, смехотерапия. Я специально вот написал книгу, называется «Смехотерапия». Смех развивает жизнь, организм сам вырабатывает много гормоний, и даже у меня есть характеристики, когда у человека радость, и в этом книге есть пример, что одному больному поставили диагноз холеганоз, сказали неизлечимо, он пошел в гостиницу, каждый день по 3 часа смеялся, в конце недели боли ушли, в конце месяца. Поэтому давайте будем смеяться сейчас. Ну давайте что-нибудь научитесь делать. Надо себя заставить, и у вас настроение будет хорошее дальше. Дальше после смехотерапии что будем делать? Танец под музыку. Я, например, вот когда на свой санаторий вот это обязательно с больными каждый день провожу. Вечером музыку поставим, все начинаем танцевать 20 минут. Настроение улучшается, движение. Все, что нужно человеку. Следующий идет аутогенная тренировка. Но если потом захотите написать на моей, есть зона мертвых душ. Они периодически входят в контакты с людьми. Так. Да, поэтому будем просить прощения, а потом поставим код. Я молодой, я красивый, я богатый, я буду 100 лет без болезни. А наши мысли могут зависеть. Я еще раз вам скажу, что я принес 2 раза клинический смерть, сотрясение мозга, опущение почки, практически все диагнозы знаю. Вот благодаря знанию я работаю над собой. Это в течение каждый день вы должны делать. Еженедельно. 1 раз в неделю голодать с 8 утра до 8 вечера, каждый час пить воду. Это значит в неделю 1 раз. Магний сульфат. Знаете магний сульфат что это? Ну, может не все знают. Это соль.
40 грамм берете на литр воды, разбавляете, начинаете пить, через полчаса у вас начинается помочь. Вот хорошо чистый желчный пузырь и пейте, и камни иногда. Давление снижается. Простая методика. Просто если знать, и у вас давление, будет много проблем с печенью, желчным пузырем. Так, полоскать рот, что сейчас вирус, что же? Солью, содой и маслом. Можно сделать такой, взять соль, сода, 10 капель меда и полоскать. Никакой вируса ничего не будет. Вот вчера меня один человек говорит, как убирать грибки на ногах. Я говорю, возьми, значит, столовую ложку соли, столовую ложку сода, 10 капель йода, 50 грамм спирт, 50 грамм перца. Растирай 2-3 дня, у тебя ничего не будет. Так, следующее, очищение кишечника, я вам уже сказал, как делать очищение килизма, все то, что нужно. Ежемесячно пить активированный угол. 1 таблетка на 10 килограмм ваш вес, 3 таблетки 3 раза. Вот 5 дней, например, вот покойный Мамулак мне всегда сказал, что как грипп, сразу 5-10 таблеток активированный угол. На следующий день все здоровье. Потому что вся интоксикация таблетки. Я когда-то, поэтому если мы научимся правильно питаться, мы долго будем жить. Следующий, перец водород. Вы все знаете, да, перец водород? Значит, разные схемы есть. Одного капля до 40, потом я сейчас делаю 10 капель на 50 мл воды, 3-4 раза надо пить. Он от себя вырабатывает атомарный кислород, снимается гипоксия, улучшается работа сердца, перебои. Так, много проблем решается. Спокойно, на умываке себе делал примерно капли воды. Ну, сейчас насчет синего йода сказали, например, я всегда говорю, потому что у него везде проблема с человеком, просто возьми обыкновенный йод, до 5 часов. Если исчезнет, то тебя не хватает йода. Можешь по одну каплю йода на 100 мл молока пить. Это я взял рецепт из земских врачей, когда мы лечили артерис, кислород, зуб, да. Время. Да. Хорошо, если время, значит, вот сейчас еще маленький фильм, 7 минут. Поставьте, пожалуйста, рак излечить. Ну, если кто хочет, потом можете подойти, вот крем Арангин очень хорошо снимает морщины на лице, помогает многим женщинам, пожалуйста, это вам. Так, сейчас вот фильм. Ну, 100 лет программы «Зелень» будем жить. Кто будет? Конечно, понимаю. Это вот и употребляйте, вы вымоете все полезные бактерии. Если нет необходимости, не надо. Основной задачей второго использования физиологических средств, повреждающих защитные системы организма. Выбранные условия являются средства природного происхождения, обладающие в большей части случаев номинальных, рассказывает врач от Бога, физиотерапевт, мануалист, специалист по восточной медицине, врач-кардиолог, иммунозаводный химик. Такие хорошо знают в Таджикистане. Там он заработал огромную славу и уважение, как доктор, который лечит по своей особенной технологии. Здравствуйте, уважаемые товарищи, космические для вас всех люблю. Да, потому что словами можно лечить, словами можно калечить. Поэтому у меня первый план воздействие слова на организм человека, еще Платон написал большую книгу слово как зоологический лечебный фактор. Вот эта женщина пример, когда слово вот сегодня ошибки нашей медицины, много болезней говорят не излечение, уже хоть ставит человек устроено. Я провел серию, я ученый, значит, автор 37 книг, автор 17 лекарств. И я лечу именно, не лечу, а учу быть здоровым. Вот эта женщина тоже 10 дней, я, конечно, лечил своими методиками. В третьей степени не поверит, женщина поехала в Москву. Но и там она показала наличие страшной болезни. И мало того, оперировать тоже было не поздно. Семья больной собралась продавать все, квартиру, частную машину.
дабы спасти мать от рук неотличимой болезни. Вода шла очень медленно, а времени становилось все меньше и меньше. Как оказалось, по воле Всевышнего ей было суждено встретиться с молодым целителем Мирхоном Эхией. И всего 10-дневный начальный курс его лечения уже значительно сказался на здоровье женщины. Сколько я там была, чуть-чуть будет большое, у меня сознание, конечно, поменьшало сознание. Сказала, что я знала, что меня что-то жмет, я такое отношение, я остаюсь на вкладу. Еще сложно мне просто. Согласитесь, по словам этой женщины, с ней произошло настоящее чудо. Простая методика лечения на травах, правильное питание и, самое главное, желание жить. Именно последнее является основой любого лечения, уверен доктор Эхией. Он один из тех, кто бережно сохраняет наследие гениальных целителей прошлого, прежде всего Авиценна. В последние годы большое внимание медиков привлекли препараты, воссозданные доктором Эхией, Феруа и Замч. Эти препараты оказались эффективными в большей части случаев профилактического лечения таких заболеваний, как диабет, доброкачественные опухоли женской и мужской половой сферы. В онкологическом реабилитационном центре города Санкт-Петербурга препараты Феруа и Замч используются на профилактическом этапе у больных со злокачественными опухолями. Отмечалось повышение качества жизни больных, более быстрая нормализация кроветворения и иммунитета. Вот в комплексе я многим больным помогаю. Потому что если сам человек захочет, можно любому человеку помочь. Если не хочет, никто не поможет. Вот у меня такой принцип. Поэтому есть такой сайт «Домашний доктор», там зайдете, написано, значит, 19 человек, которые мне помогают. То, что академический медицина, я тоже туда вошел. Поэтому у меня принцип лечить, а учить быть здоровым. Поэтому такая страна меня приглашает. Я вот здесь тоже читаю много лекций, больше 20 по медицинским организациям, вузам. Мы даже в Каспийске врачам 90 человек собирались. Потому что есть книга сейчас «Ошибки медицины опыт исследователей». Потом вышла книга, называется «Врачи заложник смерти». Врачи умирают на 10-20 лет раньше своих пациентов. Врач вроде все знает, но он тоже не верит. У нас есть у всех болезни. А чтобы быть здоровым, всегда это движение, питание, нормальное общение. И, конечно, это все известные учителей. Судья Эхией есть продолжатели. Одним из таких является гормональная терапия, диашока. Люди, которые страдают... Если есть вопрос, он бывает нормальный, а бывает очень глубокий. В глубоком